Даллатов наподобие зеркала. Тот, кто на вас смотрит, он в первую очередь... Надо стараться, чтобы люди, когда партнером работают, питаются друг друга. Обязательно выбирать наставника, который на самом деле вы можете с ним далеко пойти. Успех работать, чтобы они занимались дальше. Вот после того, многие говорят, что вот когда امروز در برنامه ما استاد سیدنو دعوتو شما دید استاد بکنید ما بسیار خرسند که شما امروز وقت جدا کردید به ما سوالهای ما از вай دوستان عزیز мы будем на русском говорить, хорошо? Так что наши аудитории есть другие люди, другие нации. Роль наставника в сегодняшний день, вот сегодняшнее наше положение. Многие вот про наставника, кого выбрать, чтобы быстрее одолеть путь, который они хотят. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Наставник надо выбрать того человека, который уже находится там, где вы мечтаете быть. Это первый показатель. Второе, выберите наставника того, кто соответствует вашей ценности. То есть, кто живет, как вы мечтаете жить. То есть, например, бывает, что наставника вы выбрали, он успешный, но у него ценности другие. Тогда вы на полпути будете бросать, или это будет внутри вас вызвать противоречие. Потому что, когда вы с этим человеком будете работать, через некоторое время у вас внутри будет борьба. Поэтому обязательно выбирайте наставника, который на самом деле вы можете с ним далеко пойти. Выбирайте наставника, который, первый, он находится там, где вы мечтаете. Второе, выбирайте наставника, который живет, как вы мечтаете. То есть он должен быть эталон вашей мечты в каком-то мере, в каком-то образе. Поэтому выбирайте так наставника. Тогда, и когда вы сами лучший путь для достижения цели, когда вы выбираете наставника, очень важно, чтобы вы верили во все его фразы, во все его примерах, во все его направлениях, и не сомневались в том, что он говорит, и любили то, что он рекомендует вам. Если безусловная любовь к своему наставнику имеете, вы тогда максимум добиваетесь успеха и от его совета, от его мудрости. Спасибо, наставник. Еще другой вопрос. Вот многие люди, которые вот работали в одной сфере и остановились, и возможно, заработали оттуда определенные деньги. Вот дальше многим трудно. Вот как начать заново, чтобы вот долгосрочный был их вот, успех работы, чтобы они занимались дальше. Вот после того, многие говорят, что вот когда я вот нечаянно нашел ваш канал в YouTube, я смотрю ваш ролик, и я проснулся. Я как будто бы сегодня или вчера проснулся. Вот, исходя из этого, этот вопрос. Когда, например, человек достиг до определенного уровня, и потом он застрялся, дело в том, что то, что он знал, он практиковал и дошел до этого. Теперь, чтобы он делал новый скачок роста, ему нужны новые знания. Он должен свой метод работы изменить, он должен изменить свой подход. Ему нужно изменить свой подход и новый стиль работы использовать. Новая информация, новый подход, новая технология и так далее. Это приведет к новому уровню. Поэтому это очень важно. Поэтому надо обновить себя и обновить свою компанию, обновить свой подход. Понимаете? Потом обязательно будет новый скачок. Обязательно будет новый скачок. Это много раз делали, это видели постоянно. То есть, смотрите, почему доход держится на одном уровне? Потому что человек делает то, что научился 5 лет назад или 7 лет назад. Да. Когда человек делает то, что он научился 5-10 лет назад, доход будет на том же уровне, как 5-10 лет назад. Жизнь менялась, а работы нет. Мозги нет. Вот смотри, телефон же менялся, люди же не носят, большинство не носят телефон, который 10 лет назад носили. Большинство у них дома обои другой стал, посуды другие стали, одежда другой стала, а мозги стали остались. Понятно, спасибо. А еще, Даллатов наподобие зеркала. Тот, кто на вас смотрит, он в первую очередь смотрит на самого себя. Вот когда вы говорите, он
Вот, я считаю, что он себя видит у вас, да, когда смотрит, а не то, что вы говорите, или не то, что вы думаете. Вы правильно говорите. Они видят во мне их будущее, их будущее мечты. Поэтому и так наставник такой должен быть, чтобы, смотрите, наставник должен быть такой, чтобы, глядя на него, ты видишь, что он, оказывается, прошел этот путь, и глядя на него, ты видишь что-то ближе к себе, понятное, знакомого. И третье, глядя на него, ты видишь, что рядом с ним и вместе с ним ты еще дойдешь до этого. Поэтому наставник должен быть таким. Он должен быть источником, в каком-то мере наставник должен быть воплощением мечты своего ученика. Иначе это не вдохновляет ученика. Самое главное вдохновление. Конечно. От наставника. Да, поэтому это помогает, когда правильно это. Поэтому наставникам быть очень тяжело. Потому что ты не имеешь права на, по крайней мере, на ошибки ты не имеешь много права. Хотя я человек, у меня много недостатков. Но быть наставником это большая ответственность, духовная ответственность. Жить за других дальше. Да. А еще вот наш предпоследний вопрос насчет доверия партнера. У наших земляков многие вот есть деньги. Даже иногда мне некоторые вот пишут, что я хочу именно с тобой работать. У меня есть деньги определенные, я хочу вот с кем-нибудь работать, тот, кто меня понимает. Да, поэтому вот это доверие, как создавать внутри вот очень важно, очень важно, что доверие создается путем прозрачности, путем юридической защиты. Поэтому партнеров. Да, партнеров надо работать с партнерами. Я недавно прочитал, что 96% компаний, которые опубликованы в разных известных журналах и так далее, как я забыл какой журнал, они изначально были созданы не одним человеком, партнерами. Да, они вместе работали, вместе создали. Только 4% компаний создавались индивидуальными. Представляете? Это большой резкий показатель. Поэтому, смотрите, крупные компании, большинство, которые живут, они созданы партнерами. Которые мы сейчас используем их вещи, продукцию. Например, Microsoft. Вот мы используем Apple. Они все созданы, понимаете, они все созданы партнерами. Поэтому, если человек Google, они все созданы партнерами. Любой компании, если вы внимательно посмотрите, Adidas, Puma, много из них. Поэтому, и даже Nike, Филипп Найк, он его создал, разработал все эти вафликовые подушки и так далее для кроссовках и так далее, для бегунов, вместе с тот тренером, который его тренировал. Все эти вещи делают партнером. Поэтому, если человек хочет добиться больших успехов, он должен это понять. Поэтому, а как надо делать партнерство? Сначала, когда партнером работаете, надо работать на бумаге, не на словах. Слова забываются, а на бумаге нет. Поэтому сначала бумаге надо обсудить, фиксировать все риски. Кто какие риски носит, все проблемы, все случаи. Если вдруг так будет, если вдруг банкротимся, если вдруг бизнес не работает, если вдруг там, как сказать, не получается. Все проблемы расписать, это будет блок риски. А потом второй блок, надо обсудить ответственность. Кто за что отвечает, кто что должен делать, и так далее, и так далее. Исходя из кто сколько риска берет, кто сколько ответственности, должна быть доля распределения бизнеса. А не исходя из того, кто хочет зарабатывать, а кто сколько берет на себя, можно сказать, риска. Вот так и должно длиться бизнес. И третий блок должно быть выгода. Как мы получаем выгоду, то есть дивидендные политики и так далее. Вот это все называем одним документом, это партнерское соглашение. Об этом я знаю. Еще вы сейчас здесь говорили, что надо зарабатывать не с партнера, а с рынка. Вот это самое важное. Да, надо стараться, чтобы люди, когда партнером работают, питаются у друг друга к себе. Они стараются, чтобы больше брать у партнера. Доля, да, либо доля, либо, например, то, что там на 10 рублей потратили, пишет 12 рублей, если партнер не знает. То есть постараться, что за счет партнера зарабатывать. А на самом деле не надо за счет партнера зарабатывать. У него уже нет много денег. Надо зарабатывать за счет рынка. То есть вместе с партнером
за счет рынка зарабатывают. Почему? Потому что деньги с рынка не заканчиваются. Рынок очень большой. А другой закончится, если ты будешь много брать, и еще в конце конце закончится. не рынок, да. А у партнера, Партнер если идет, закончится. конечно. Почему? Потому что рано или поздно без денег останется теперь. Поэтому никогда не надо у партнера брать деньги. Надо наоборот с рынка брать. Партнеров надо вместе брать с рынка. Поэтому вы тогда будете зарабатывать много. Поэтому создайте рынок, заработайте денег с рынка. Помогите друг другу, помогите своим партнерам стать сильнее. Например, любому человеку нужен партнер, который делает его сильнее, а не слабее. Спасибо, наставник. Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем наш эфир. Наставник сегодня в городе Худжанд в Таджикистане. Сегодня прошел тренинги, поэтому мы очень рады, что вы уделили для нас время, для наших подписчиков. Мы вас благодарим. Конечно, да. Спасибо, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Ставьте лайк под этой рубрикой, рекомендуйте эту рубрику своим знакомым друзьям. В комментариях пишите свои, можно сказать, мысли, хорошие, светлые мысли, что вы думаете по этому поводу партнерства и так далее, и так далее. Не критикуйте друг друга, наоборот, поддерживайте друг друга, чтобы вы процветали. Критика это означает, что вы ругаете кого-то. Есть конструктивная критика, но есть, можно сказать, неконструктивная, не объективная, понимаете? Конструктивная критика что такое? Это когда вы конкретно вы видите что можно улучшить, и вы говорите свою точку зрения. Это нормально. Я очень хорошо отношусь к конструктивной критике, когда вы показываете реальные правду и факты. Но кусачая критика, она глупость. Есть кусачая критика. То есть кусачая критика, сам человек не профессионал, не эксперт, сам человек не понимает этого, просто начинает говорить, одна баба сказала. Говорит те вещи, которые на улице кто-то ему болтали или что-то. Так что не поддавайтесь кусачим критикам и так далее, если в ютубах что-то видите внизу в комментариях. Наоборот, пишите те вещи, которые полезны. Желаю вам успехов, удачи.